Ну, я вот так вот прохожу все время. С ребенком хожу, да. Страшно, конечно. Так жители дома номер 191 по улице Декабристов описывают свою дорогу к подъезду. Говорят, это как во время бомбардировки, только сверху то и дело падают кирпичи и обломки плитки. Евгений Петряков рассказывает, что такой камнепад здесь уже второй год. Может быть, метро сказывается еще. Вот внизу метро проходит. Чуть-чуть такого чувствуется вот в квартире. Так что да, здесь вот мы выходим всегда и всегда смотрим наверх, потому что прям видно кирпичи. Бах, бах, бах. Вибрации, трамвай даже вибрации. Я вот думаю, только от этого, но же не более, вот именно у нас вот прямо вот по этой части. И потом опасно, у меня же минусики. И вот так раз бах, кирпич летит, ну, не дай бог, кого убьешь, правильно. Эй, гражданин, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег башка попадет, совсем мертвый будешь. Кирпичи могут свалиться на головы местных жителей абсолютно в самый неожиданный момент. Прямо тогда, когда они только-только выходят из своего подъезда. И только вчера управляющая компания огородила опасную территорию вот такой вот лентой. Правда, как видите, площадь этой самой огороженной территории совсем небольшая. Далеко не факт, что кирпичи не вылетят за ее пределы. И если присмотреться к месту разрушения дома, то по повреждениям становится понятно, что кирпичи здесь падают с достаточно высокой периодичностью, ну а трещина растягивается сразу на несколько этажей. Как мы выяснили у жильцов дома, накануне сюда приезжала бригада рабочих. Что они делали, точно никто сказать не может. Рабочие здесь все огорожено было, стояли, предупреждали, да, было вчера. А для чего вы не знаете это? Понятия не имею. Ну, наверное. Развалится ли этот дом по кирпичику, мы решили узнать в управляющей компании Московского района. Здесь состояние дома критичным не считают. Обветшала облицовка. Вчера рабочая группа оценила разрушение на месте. Провели первоначальную работу, убрали эти плитки, убрали кирпичи, которые, может быть, за это время немножко разрушились, чтобы не было опасности падения. А вот как раз сегодня у нас выходят проектировщики, уже будут детально обследовать это место и дадут свою рекомендацию, что сделать. После оценки проектировщиков управляющие компании обещают приступить к восстановительным работам. Завершить все планируют до наступления зимы. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.